Литературная гостиная «Встреча» родилась в 2005 году на День города Нерюнгри. С того времени и по сегодняшний день коллектив посещают нерюнгринцы, которых объединяет любовь к поэзии и авторской песне. Иногда это даже целые семьи. Я в литературной гостиной с 2005 года, кажется, 2005. Так, я, наверное, с тех пор, как мы встретились, да? Да, 11 лет назад. Вот примерно тогда и... в 2013, Да, если мы получается, с Олей с 13-го. дуэтом, в 2014 и в 2015 Варя родилась. И с тех пор мы все вместе. Да. Трио наше. Да. В литературной гостиной звучат новые стихи, песни, творчество. Мы встречаемся тут уже с родными людьми, можно так это сказать, со старыми знакомыми. Это практически наш второй дом. Да. Мы тут постоянно со всеми встречаемся, со всеми общаемся, узнаем, как дела, как жизнь. Без этого уже никуда. И на тематические вечера иногда специально пишем песни, если получается. Ну и поэты стихи тоже сочиняют, бывает каким-то датам. Это стимулирует нас. Я сегодня на прогулке увидала снегиря. Сердце птицы билось гулко, в грудке алой, как заря. Он сидел на ветке тонкой, а вокруг белым бело, серебристой пылью звонкой. Куст ольховый замело. Белоснежным покрывалом затянуло все вокруг. Лес, деревья, тротуары И замерзший мелкий пруд. Даже небо небывалой вдруг покрылось белизной. Только птичка с грудкой алой ярко рдела надо мной. Он нахохлился красиво и сидел, как красный шар. Птичьей статью горделиво лес промерзший украшал. Вдох сменялся белым паром, и наверх смотрели мы. Грела птичка алым жаром наш холодный цвет зимы. Только нерюнгринский поэт, как никто другой, сможет воспеть красоту нашего города, суровость и безжалостность зимы, скоротечность лета. Нерюнгри – это моя, я даже не скажу, что это вторая родина, это вот тот пункт места жительства, без которого я уже просто не мыслю своей жизни. Здесь мои дети, внуки, здесь мои друзья, с которыми мы дружим с 1983 года. Здесь очень много событий произошло, как печальных, так и радостных, поэтому, то есть моя судьба связана с этим городом. Кто-то пишет для себя, для своих близких и друзей, кто-то публикуется в местных поэтических изданиях, а другие на поприще стихосложения достигают немалых успехов. Нерюнгринские поэты и музыканты создают необыкновенные творческие дуэты. Так и композитор Дмитрий Пузиков положил немало произведений на музыку, в том числе и стихотворения Ирины Рябовой. На стихи Ирины Сергеевны я написал 3 песни. Стихи Ирины Рябовой «Две кометы». Две хвостатые кометы в облаках мелькнули где-то и растаяли вдали. Это вместе мы с тобою ранней утренней зарею говорили о любви. Два истока, 2 реки повстречались и вошли
русло новых берегов. Это наши две судьбы в свете утренней звезды снова встретили любовь. Видишь, в небе две кометы в облаках мелькнули где-то и исчезли навсегда. В этой дальней стороне о любви сказал тебе и ответила ты да. Руководитель литературной гостиной «Встреча», заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Знаменщикова. Литературная гостиная «Встреча» была организована ею с целью раскрытия потенциала молодых и талантливых творческих людей. За это время многие стали мастерами на своем поприще. Кто-то связал свою жизнь с литературой или музыкой, кто-то служит в театре. Сегодня, благодаря Татьяне Ивановне, в объединении все так же вдохновленно занимаются творчеством нерюнгринцы разных возрастов. Мне всегда нравится, когда в программе звучат стихи авторов, которых уже нет. Вот Владимира Мухина сегодня читала я «Сказка», я из леса вышла. И что молодежь, она так трепетно прочитала. И мне нравится, что вот связь с поколением, как бы из поколения в поколение мы передаем. У нас коллектив делится на 3 состава. Идут у нас детский коллектив, затем, значит, идут у нас исполнители. Это отдельно, как такие, как Татьяна Идаятова, приходят, они у нас же стихи не пишут, они просто идут как исполнители. И авторы, которые, кто пишет, в общем, музыку, играет на гитаре. На протяжении 20 лет я тоже начала писать музыку. Раньше никогда я музыку не писала. Мама моя играла на гитаре. Правда, я маленькая пела все время на сцене, но музыку я начала писать, как мы начали ездить на фестивали, где-то лет 5. 2 произведения написала. Они стали дипломантами тоже, в общем, республики. 2 моих песни на стихи Ирины Рябовой и Валерия Дмитриева 2 песни. Сейчас тоже работаю потихонечку. Потому что, когда слушаешь, видишь рост, видишь эмоциональное восприятие, как-то, сразу рождается мелодия, рождается. И тексты тоже, стихи рождаются тоже. Идешь по городу, смотришь на красоту. Каждый месяц в Центре культуры города Нерюнгри проходят литературные гостиные. В основном творческие вечера поэтов, авторов-исполнителей. Поэты принимают участие в концертах по школам, библиотекам, в городских программах праздников. Каждый год участники литературной гостиной «Встреча» выезжают на республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы», где непременно занимают призовые места. Литературные встречи вносят в жизнь нерюнгринцев особое праздничное настроение, вводят в мир поэзии и музыки. Я 2 года хожу в литературный клуб «Встреча». Я считаю это таким счастьем, очень уютным, очень душевным. Сейчас объясню, почему. Я сюда пришла из любопытства, что же это за поэты такие, что же это за певцы такие, просто посидеть, посмотреть. И для себя, это не, бонус, это сказать очень мало. Я открыла для себя настолько глубокий мир, они настолько интересные люди. И рядом с ними я стала чувствовать, что я тоже расцветаю. Я стала мыслить рифмами. И что я хочу сказать для жителей нашего города. Я думаю, что это важно. Не секрет, что у нас тяжелый климат, у нас иногда такие фразы звучат. У нас депрессивный город, у нас такой мрачный, что-то такое мрачное. После входа в мир искусства этого настроения грустного вообще нет. У меня сейчас бывают такие минуты беспокойства, как это все успеть. У меня желаний на 120, на 150 лет вперед. Хочется
прославлять вот этих прекрасных людей. Вот, то есть здесь собираются такие яркие люди, такие, ну, вот, как говорят, соль земли. Вот это вот, я считаю, это цветы нашей земли. Вот они цветут, они благоухают. Вот. Ну, я рада, я счастлива. Я приглашаю, я, конечно, как рядовой участник, но я приглашаю это счастье. Попасть в мир искусства – это огромное счастье. Ну, в литературной гостиной я с самого первого дня, как Татьяна Ивановна организовала. Вот в этом году будет 20 лет. Вот. Ну и практически я не пропускал ни одного выступления, но если только там был в отпуске или где-то еще. Вот. А так я всегда и всегда что-то читаю. Как-то раз я на кухню забрел. Уж не помню, какая причина. И лежит, вижу, глянув на стол, телефон там, оставленный сыном. Дай-ка внутрь слегка загляну, пока малый плескается в душе. Да никто не увидит. А ну, вот сюда, говорю, дорогуша. Личных тайн никаких не ищу. Лишь в одном любопытством пронизан. Все, чего посмотреть я хочу, только как я там в списке записан. Я ж могу иногда поворчать или взгреть, но как же иначе? Вот поэтому хочется знать, под каким я названием значусь. Может быть, там какая-то дичь, вариант ведь подобный нередок. Не дай бог, например, будет хрыч. Хорошо, если старый или предок. Вижу, мать там написано, босс. Так, вот скажите-ка, свинтус. И вполне возникает вопрос. Что ж, мой рейтинг забился под плинтус? Шарю дальше, нашел, прочитал. Но и как не задрать теперь носа? Ведь довольный как слон, я узнал. В его списке я числюсь босс босса. В 2025 году литературная гостиная «Встреча» в городе Нерюнгри открыла свой 20-й творческий сезон. Лучшие поэты, авторы, исполнители района, солисты и творческие коллективы встретились на творческом вечере «Зимняя мозаика». Со сцены звучали стихотворения и песни как собственного сочинения, так и произведения классиков. Мне всегда нравится именно вот «Зимняя мозаика», потому что зима, все белое, как фата женская, да, это чистоты, символ чистоты, и поэтому, возможно, и вечер-то сегодня так легко как-то прошел, прямо вот, на одном дыхании. Не успели оглянуться, уже 1:20 прошло, это удивительно просто. Тематика была зимняя, и о России сейчас нужно говорить о России, потому что военные действия идут, чтобы как бы вот в зале даже сидели женщины, у которых ребята погибли. И когда мы начинаем, в общем, тему России, я вижу прямо по глазам, как люди, как бы эта боль, она, как бы уходит все-таки. Все-таки творчество, оно лечит. Да, зимняя тема и о России. Вот мне нравится, что Дима вот к Рождеству написал песню «Снегирь», которая прозвучала и на большой сцене, и, в общем, сегодня прозвучала на слова Анны Пшенниковой. Это поэтесса, которую все знают. Она тоже не один раз приезжала на фестиваль. Замечательно, что вот он находит такие тексты очень красивые. И они звучат замечательно, когда еще с музыкой поддерживаются. Ну, вы слышали же сегодня, вы были в зале, что зал на протяжении всех номеров кричали «Браво!», «Браво!», всем кричали «Браво!». Значит, какой-то уровень у нас существует. Люди ходят к нам на литературную гостиную. Сегодня был полный зал. Притом наши дорогие, уважаемые ветераны, первостроители, первые открывали и закрывали. Я специально так построила программу, потому что 50 лет городу, 50 лет району нашему. Я с уважением отношусь ко всему этому, потому что сама уже, если считать с институтом, тоже скоро уже будет 50 лет, как я в культуре. Институт, техникум, 25 лет уже здесь, в новом центре культуры и духовности. «Зимняя мозаика» — это чувственная ода зиме и зимней природе, которая воплощается в разнообразии жанров современной прозы нерюнгринских поэтов и всем знакомая классика, а также авторские песни в исполнении замечательных солистов города Нерюнгри. Когда застыла я от горьких слов, зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите?
Татьяна Ивановна слышала наши репетиции, и ей очень понравилось. Она пришла и пригласила нас вот именно в литературную гостиную поучаствовать. И сначала вроде было как бы заявлено 2 песни, а потом, когда она послушала нас и решила 4 песни. Мне очень приятно быть на сцене, это моя вода, это моя стихия, и я здесь чувствую себя очень органично. К тому же, когда вот в этом мероприятии у меня было 2 моих учителя, которые меня учили петь, учили держаться на сцене. Татьяна Ивановна Знаменщикова, она мне с детских лет не знает, я еще в школе, когда училась, ходила к ней в кружок. Вот, так что мы знакомы очень давно, и это до сих пор помню, пригодилось. И у нас Сизых Ольга Александровна, она учила меня дыханию, учила меня постановке руки, голоса, всего. То есть у меня учителя очень хорошие, я им благодарна безмерно. Благодаря этим людям я нахожусь сейчас на сцене и применяю все те знания, которые они мне дали. Так что спасибо всем. Я очень довольна, люблю свою работу, я ее знаю, продолжаю учиться еще дальше. И хочу, чтобы вот все горизонты расширить, и коллектив звенел, звучал. Вот, потому что пока мы поем, мы молоды, мы свежи, мы счастливы, и мы продвигаем Россию. Мы ее любим, мы ее славим, свято верим в ее победу. Также в Год защитника Отечества большой блок мероприятия был посвящен патриотической теме. Одним из интереснейших моментов вечера стал блок литературных и песенных номеров, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 87 лет. На протяжении многих лет в литературной гостиной встрече звучат стихи и песни этого музыканта. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, словно некуда деться, и спускаемся мы с покоренных вершин.
оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, словно сердце не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что должны мы совсем возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал. В очередной раз артисты литературно-музыкального вечера «Зимняя мозаика-2025» подарили зрителям тепло своего творчества. Я вижу, как развивается, как продвигаются наши артисты, как они меняются. И вот такие концерты – это вообще великолепная вещь. Сегодняшний концерт вообще понравился. Все настолько выросли в своих талантах. И земля наша богата этими талантами. Это настолько радует. Прямо аж дух захватывает, правда. Поэтому вообще вот все артисты сегодня, я вот вижу, как они продвигаются в своих достижениях. Это очень здорово, очень замечательно. Почаще, побольше таких концертов наших талантов. Там много интересных, замечательных людей. Очень понравился концерт. Замечательно. Поэзия учит людей видеть красоту окружающего мира, открывает нам других людей, делает человека добрее и красивее. Стихи наших поэтов-нерюнгринцев, как лучи, рожденные в сердце, несут свое тепло по всей необъятной России и воспевают свою малую родину – Нерюнгри.